Я начну с того, что с хорошего начну. Что я, во-первых, рад видеть, что здесь много людей. Хотя много в нашем понимании всегда сложно, да, потому что, знаете, недавно, как понять, 20 человек это много или мало, например? Смотришь, здесь Виталий озвучивает там списочный состав, там области, да, 25 человек. Уже 29. 29. Думаешь, как же это мало, 29 человек? Но с другой стороны, да, мы сами видим дутые цифры там БРСМ, и помним недавний скандал, да, как это набивается, или там в Беларуси, и понимаешь, как же это много. А когда смотришь, как могут сделать даже небольшое количество людей, что мы можем сделать? Понимаешь, что это на самом деле очень много, если люди вкладывают свои силы, если люди вкладывают себя, и вот как раз таки робим разом. И вообще активность, которую сегодня делает «Говори правду», это прекрасный пример. Мы видим, как люди работают там и в Дзержинске, и по всей стране сегодня есть множество примеров, когда 2-3 человека вдруг начинают объединять вокруг себя десятки людей. И это объединение и является той настоящей общественной работой, которая, как в моем понимании, сегодня имеет и смысл, и может давать хоть какой-то результат. И на самом деле, как мне кажется, и в чем я уверен, только благодаря такой работе могут присоединяться люди к «Говори правду», да и вообще к общественной жизни. Потому что вы видите, как тяжело разогревается общество. Люди подавлены прежде всего экономикой, которая сегодня очень тяжела, да? Люди, их главный ответ сегодня у людей на экономику очень простой. Это навострить лыжи либо в одну сторону, либо в другую, да, и искать работы за пределами Беларуси. Мы видим, что сегодня огромное количество людей, несмотря на то, что нам там рассказывают, да, как у нас вот борются за трудоустройство и так далее, постоянно чувствуют несправедливое отношение к себе. Притом люди, которые наоборот должны чувствовать всю заботу государства. Я вот буквально вчера встречался с многодетными матерями. И когда они начинают рассказывать, да, когда они приходят в исполком за этими небольшими деньгами, они говорят, чего ты рожала? Это самое меньшее, что они получают в благодарность, да, за себя, за свою жизнь, которую им кладут. Это непонятно. Когда пенсионеры начинают рассказывать, как про них забывают. Когда студенты, которые учатся здесь, которые никуда не уехали, которые хотят здесь жить, не видят перспектив. Вот это мы собираемся менять, мы про это сегодня говорим, когда говорим слово «мирные перемены для каждого.